В дом они никого не пускали во двор. Мы четвером, вот две мои девочки, муж, я, вот мы таскали мебель. Но через какое-то время они решили немножко смягчиться и запустили еще троих. Дождь льет. Мы таскали вещи, все под дождем, все промокли. Мы договорились в цене $3000. $2000 мы им отдали. Год она не появлялась. Через год она появляется, требует еще $1000. Но тут же, как мой супруг всегда говорит, пока документы не дашь, то я не могу тебе третью часть дать. Она уехала. Сразу сказала, $30 000 за дом, или вы выселяетесь. И вы. Ну, мы, естественно, не стали выселяться, потому что мы уже сколько лет прожили в этом доме. 20 лет их не было. Мы, естественно, создавали условия для себя какие-то. Это было 18 квадратных метров. А у меня уже под 100 квадратных метров. Колодец, скважина, природный газ протянул в дом, газифицировал, канализацию вырыл. Ну, все это дело как положено было сделано. Окна, двери, все это было, ну, под евро ремонт все сделан был. А сейчас в каких просто условиях оказалось, что на улице, можно сказать. Собственник объекта недвижимости пропал. Лицо, которое давало, значит, денежные суммы в виде задатка, никаких претензий не предъявляло ни в судебном порядке, ни в правоохранительном порядке, понимаете. Сама сделка законным образом не была совершена. Если бы она была бы совершена, да, у них бы шансы были бы сейчас отстоять свое право на этот объект недвижимости. То шансы минимальные, так как у этих людей нету ни чеков, ни квитанций, подтверждающих, а это в суде необходимо просто подтвердить тот факт, что они закупали какие-то там строительные материалы, что они там обращались к каким-то там, я не знаю, строительным фирмам там или так далее, подрядчикам, которые осуществляли эти работы. Этих доказательств, к сожалению, у них нет.